Заинтригованные до конца не веря, журналисты спрашивают, правда ли, что у детей Рамзана Кадырова отсутствуют телефоны и возможно ли такое, недоумевают гости, в современном мире обходиться без столь необходимого средства общения. Сегодня телефоны особо хорошим ничего не приводят. Мы видим, что какой разврат, какие идеологические направления. Ну да, есть хорошие моменты, но на самом деле для моих детей на сегодняшний день они маленькие, им телефоны не нужны. И я стараюсь их воспитывать строго, чтобы они знали, кому они принадлежат и откуда они. Не обошли вниманием вопрос, каким видят будущее своих детей глава Чеченской Республики и каким профессиям будет отдано предпочтение, и учтут ли пожелания самих детей, и как в условиях столь плотного графика и важных дел государственного значения преуспеть в воспитании собственных детей. Главный секрет, по словам Рамзана Кадырова, в том, чтобы родители не навязывали, а личным примером показывали и прививали все лучшее детям. Я на самом деле буду стараться, пока они маленькие, показывать все самое хорошее, и какими они должны, и чего они должны добиваться в жизни. Ну, так скажем, патриотизм, любовь к родине, религии. Там, вот, в этом направлении я буду воспитывать их. Ну, когда они вырастут, я уверен, что они сами выберут правильное направление в этой жизни. А времени хватает вообще на воспитание? Потому что работать все время, да. Ну, времени мало, но все равно я стараюсь как-нибудь использовать. В спортзале мы встречаемся на футбольных полях, там где-то там на улице, где мы там особо там за столом сидеть, у нас времени мало бывает. И когда у них тренировка, я стараюсь, чтобы мы вместе провели тренировку. Или когда у меня тренировка, я их приглашаю. Вот стараюсь, чтобы побольше там, знаете, времени проводить. Ну, мне мои друзья помогают, и особенно роль моей мамы, бабушки вот, имеет большое значение, потому что это бесплатный институт для воспитания, поэтому это, так сказать, можно энциклопедию, там, значит, все она знает, и она воспитывала нас, и она провела достойную жизнь, достойным человеком в этой жизни, нашим первым президентом Ахматом Кадыровым, поэтому она и знает и патриотическое направление, и политическое направление, и семейное, поэтому я больше, там, знаешь, так особо не беспокоюсь. А в дневник так заглядываете? Обязательно я подписываю, там, знаешь, на вещи, там, роспись надо поставить, вот, иногда я ставлю роспись. А оценки смотрите? Конечно, как я могу ставить подпись? Окружаете? Конечно, вот, моя дочка Кутмат, она получила, тройку получила, и я за это, у нас были в семье большие разборки, но она исправила. Журналисты интересуются, не является ли воспоминание о том, как в свое время воспитывался сам Рамзан Кадыров, неким примером, которому он старается следовать. Глава республики признается, что это высокая планка, которую он пока только пытается достичь. Как меня воспитали, у меня не получится, потому что меня воспитывал человек, который, сегодня его с нами нет, но такого человека редко встретишь в этой жизни. Поэтому то, что воспитывали меня, и то, что сегодня я воспитываю, это большая разница. Поэтому я стараюсь брать оттуда, знаешь, максимально, что я могу. И это от человека зависит, там, от харизматичности, там, знаешь, от человека, как он преподнесет это. Меня мой отец воспитывал, и даже я считал себе всегда, когда меня ругают, я не по заслуге получаю. Оказывается, и это тоже урок своего рода был. Поэтому когда к тебе относятся по-другому, когда появляются у тебя дети, когда они начинают расти, там у тебя бывают совсем другие ощущения. Но все равно любовь к детям это есть, поэтому стараешься не показывать, там, и стараешься не давать свободы, больше свободы, потому что эта свобода тоже мешает своего рода. Они всегда у них расписаны, вот каждый день, каждый час, секунду там расписано. Людей ругать это неправильно. Надо давать им советы. Когда они вырастут, если они будут относиться не с пониманием, то тогда можно ругать. Ни одного ребенка я не ругал. Им достаточно того, что я им говорю, потому что мама им передает воспитание, и у нас субординация. Они знают, что я отец, и как я знал. Вот. И когда мама меня в детстве говорила, что твой отец приедет, и он должен был через 3 месяца приехать, я все время ходил за мамой, плакал, просил, чтобы она сказала слово, что не доскачет отсюда. Знаешь. И это хватало. Хотя мой отец меня не бил, не ругал.
Рамзан Кадыров рассказывает, что будни детей расписаны поминутно. Для девочек это школа, дополнительные занятия с педагогом, танцы, изучение английского и арабского языков. Причем последнему занятию уделяется особое внимание. Так, благодаря упорному труду детей и чуткому вниманию родителей, 7 стали хафизами. Как признается Рамзан Кадыров, это великая награда свыше для любого мусульманина. Если на их месте, я бы, наверное, возмущался бы. Раньше они абсолютно, они знают, что есть график распределения часов дня там. Они по графику, и они, когда приезжают домой, там, они домашние задания делают, да, арабские уроки, английский, они абсолютно, хвала Аллаху, там, не жалуются. Хвала Аллаху, Господу миров. Я счастлив, что я живу в это время, что я счастлив, что у меня есть дети, и дети сегодняшние наизусть выучили Коран. Это большая заслуга моей мамы, бабушки и жены, их матери Медни Мусаевны, потому что в 3 года ребенка отдать и каждое утро его проводить на уроке и целый день. Это ребенок, чтобы учился и чтобы этот ребенок был доволен, после этого не плакал. Значит, это большого, дорогого стоит. Поэтому для родителей нету больше такого сверхъестественного ничего в этой жизни и на том свете, чем ребенок будет Коран. И для ребенка нету, я долго думал, что подарить для своему сына, для своих детей. Подарок, чтобы, самое достойное. Я выбрал то, чего я сегодня выбрал. Это дать им возможность их переубедить и заставить, как скажем, чтобы они выучили наизусть Коран. Это они сегодня, если они этого не понимают, то они завтра поймут. А я это сегодня понимаю и завтра буду понимать. И на том свете я прошу Всевышнего, чтобы Аллах вознаградил меня за это. Свои физические навыки трое сыновей Рамзана Кадырова развивают в спортивных залах под присмотром известных тренеров. А средняя дочь Хутмат стала еще и юным фермером и предпринимателем России. Помимо всего прочего, Хутмат Кадырова стала еще и известной в республике благодаря исполнению нашидов. Мариам Керимова, Ислам Тамаев, Новости 7.